Сны и их связь с душевными болезнями. В сборнике хадисов имама Муслима передается такой хадис, что сны бывают трех видов. Первые – это благие сны от Аллаха, содержащие радостную весть. Вторые – от шайтана, несущие страх и тревогу. Третьи – это сны, возникающие от того, что человек говорит сам о себе. Имеется в виду впечатление человека, результат его размышлений и переживаний, которые отображаются на его снах. Только что я упомянул три вида снов из данного хадиса. Конечно, человек хочет знать, сны, которые он видит, имеют ли связь с душевными болезнями, на что стоит обратить внимание. И в первую очередь, если его сны попадают под вторую категорию, под категорию снов от шайтана, где он пытается вызвать тревогу и страх у человека. Иногда он может увидеть в этих снах, где спрятан сихр. Если человек заметил, что действительно ему часто снятся сны, попадающие под вторую категорию, то нет сомнений, что его поразила душевная болезнь. Значит, мы определили, что сны могут иметь связь со сглазом, порчей, одержимостью. Далее речь пойдет именно об этих снах. Сны, указывающие на одержимость. Одержимость джинном. Неважно, этот джин внутри человека находится или снаружи. Человек может видеть во сне животных, бегущих за ним, или пытающихся причинить ему вред. Видит странных людей, то он может их видеть высокими, короткими, в страшных образах. Видит людей, которые бегают за ним или пытаются причинить вред, частые удушения во сне. Видит церковь, священников или крест, что указывает на религию джинна. Частое видение интимных снов, что говорит о поражении влюбленным джинном. Сны, указывающие на то, что человек поражен колдовством, сихром. Это сны, в которых его кормят. Либо он видит могилы и гробы, и это указывает на то, что сихр закопан в могиле. Видит сихр закопанный или утопленный, или подвешенный на дереве и так далее. Видит веревки, связанные в узлы, или одежды, связанные в узлы. Видит ритуалы колдовские или то, что указывает на порчу. Видит жертвоприношения черных животных или с определенными признаками. Видит колдовские талисманы с заклинаниями и прочие сны. Сны, указывающие на то, что человек поражен сглазом и завистью. Он видит во сне насекомых, видит глаза, смотрящие на него пристально или свирепо. Падает во сне с высокого места и просыпается в панике. Видит, как за ним наблюдают люди, скрывающиеся через дыры в стенах и подобные сны. Сны, указывающие на такой вид порчи, как препятствие. Он видит во сне, будто ищет что-то потерянное и не может найти. Туфельку, серьгу, кольцо. Это делается на препятствие браку. Видит, будто опаздывает на рейс или пропустил его на поезд, автобус, самолет. Также делается на препятствие браку. Видит, как будто не справляется с управлением автомобиля или не может сдвинуть его с места. Это порча против успеха в личной жизни. Он видит во сне, будто опаздывает на урок или в школу после того, как школьная дверь закрылась. Препятствие учебе. Видит во сне экзамен и невозможность сдать его или истечение времени до завершения ответа. Это делается на препятствие учебе и работе. Видит поиски потерянного кошелька или денег и не может их найти. Препятствия работе и торговле. Сны, которые видит человек после того, как начал лечение. Он видит во сне определенные личности, которых он знает. Например, это может быть человек, который его сглазил или навел на него порчу. Может быть, сам колдун.
Это может быть джин, который пришел в образе человека, чтобы обмануть больного, будь то с целью кормления, нападения и так далее. Также он может во сне видеть определенные места. Это может быть местом нахождения сихра. И если этот сон повторяется многократно, то нет проблем это место проверить, если, конечно, нет никаких шариатских преград на это. Больной может видеть места, где совершают ритуалы многобожия под видом святынь, с намеком посещения их с целью исцеления. И здесь чтецу следует предостеречь больного от впадения в многобожие. Иногда видит дом соседей или родственников, что может указывать на их причастность к порче, к сглазу. И также важно знать, эти сны не значат, что мы убежденно можем полагать, что эти люди причастны напрямую к нашему поражению, порче либо сглазом. Все это остается лишь предположением, и на основе одного сна такие серьезные обвинения не выдвигаются. Также человек может увидеть сны, которые указывают на то, что его исцеление близко. Он видит, как вырывает кровь, волосы, странные предметы, что указывает на начало выхода порчи из тела человека. Видит, как насекомые выходят из его тела, указывает на выход сглаза из тела. Видит, как из тела выходят животные, змеи, мыши, кошки, собаки, что указывает на выход шайтана из тела человека. Видит, как убивает насекомых, животных или выгоняет их за пределы дома. И это тоже из признаков скорого исцеления. С дозволения Аллаха.